Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире НВК Саха, передача «Новый день». В последующие минуты вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале выпуска давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра плюс 2, плюс 7 градусов. Днем плюс 13, плюс 15. Заречье плюс 6, плюс 8 утром, ну а днем плюс 11, плюс 15. Южные Улусы плюс 4, плюс 9 утром, плюс 13 днем. Вилюйские Улусы плюс 5, плюс 6 утром, ну а днем плюс 14, плюс 16 градусов. Нижнеленские Улусы плюс 3, плюс 9 утром, плюс 14, плюс 15 днем. Западные Улусы утром плюс 5, плюс 7, днем плюс 15, плюс 17 градусов. Колымо-Индигирские Улусы утром плюс 2, плюс 5, ну а днем плюс 3, плюс 9 градусов. Янские Улусы минус 1 и плюс 3 утром, ну а днем ожидается плюс 1, плюс 10 градусов. Северо-западные Улусы плюс 4, плюс 5 утром и днем плюс 4, плюс 16. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 1, плюс 2 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается плюс 14, плюс 16 градусов. Друзья, в текущем месяце Центр опережающей профессиональной подготовки с целью улучшения навыков педагогов проводит тематические секции. О том, что из себя представляют эти секции и как вообще будет вестись это мероприятие, нам расскажет заместитель директора Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия Станислав Кузаков. Итак, Станислав, доброе утро! Доброе утро! Но если говорить вообще об этом мероприятии, да, мы знаем то, что эти тематические секции будут вестись в рамках августовского совещания работников образования республики. И какие же секции будут работать и вообще в целом как будет вестись работа? В этом году наш Центр опережающей профессиональной подготовки решил сделать упор по 3 направлениям. Это первая — подготовка кадров. Пройдут такие мероприятия, как «Новые профессии для экономики будущего» вебинар. Далее это подготовка образовательных программ в дистанционном формате. Здесь можно выделить вебинар по конструктору компетенций, то есть очень гибкие образовательные программы. И также это цифровая трансформация. Это эмоциональное благополучие в цифровой среде и большие данные в образовании. Коллеги поделятся своим опытом, приглашено большое количество экспертов, эксперты агентства стратегических инициатив, эксперты агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Университет 2035, ну и многие другие. Будет очень здорово, интересно. Приглашаем всех посетить мероприятие. Ну вот мы видим то, что много направлений, да, действительно предстоит очень объемная работа. А кто может принять участие вот в этих вебинарах, секциях? В этих вебинарах могут принять участие любой желающий. Вся информация доступна на сайте Министерства образования и науки Республики, также на нашем сайте. Можете заходить, регистрироваться. Ну, Станислав, я знаю то, что, вот, если я не ошибаюсь, да, вы будете курировать именно вот направление «Большие данные в образовании». Вот, что будет обсуждено в этом вебинаре, в рамках этого вебинара? В рамках этого вебинара пойдет речь о цифровизации в сфере образования в целом, о цифровых компетенциях, а также о новых практических методиках, которые можно применить для улучшения качества образования и вообще в целом для цифровизации в сфере образования. Например, в Центре опережающей профессиональной подготовки сейчас активно внедряются инструменты Education Data Engineering, так называемый инженер данных в образовании. Это некая надстройка над образовательными программами, которая помогает непрерывно улучшать эти программы. Вот, с использованием именно цифровых инструментов и инструментов аналитики. Ну вот, затронули мы тему, да, вот инженера данных в образовании, но в целом действительно очень в развитии любой сферы очень важно вот развитие технологий, да. Вот расскажите, пожалуйста, о цифровой платформе вот Центра опережающей профессиональной подготовки. Наша цифровая платформа, она как бы отражает нашу деятельность по 3 основным направлениям.
Это аналитика, мониторинг рынка труда, выявление проблем на рынке труда, ну и вообще востребованности кадров. Мы стараемся всегда немножко заглянуть в будущее и посмотреть, какие кадры будут востребованы, чтобы начать их подготовку уже сейчас. Также это, конечно же, образовательные программы в дистанционном формате, в основном это короткие программы. Опять же, вот с использованием конструктора компетенций, который дает очень гибко построить образовательные программы. И это, конечно же, профориентация. Ну вот мы знаем то, что будет вестись это мероприятие на протяжении всего августа, да, как мы знаем. Вот как же вот желающим подключиться к работе вот этих секций этого мероприятия? Все ссылки на подключение доступны на сайтах Министерства образования Республики и на нашем сайте cop14.ru. Очень легко найти в поисковике. Да, и также в наших социальных сетях можно все это обнаружить. Да, ну что ж, Станислав, большое спасибо, что приняли участие в нашем разговоре. Мы желаем вам доброго дня и, конечно же, успешного проведения вот всех этих вебинаров, секций по всем направлениям. Спасибо и вам. Ну что ж, друзья, мы идем далее, и после короткого ролика мы вернемся к эфиру и продолжим наш разговор. Ну что ж, переступаем к следующей теме, друзья. Любому человеку важно знать, как правильно оказать первую помощь человеку, пострадавшему в чрезвычайной ситуации. Ну и как у нас известно, помимо медицинских процедур, очень важно оказать пострадавшему допсихологическую поддержку. То есть поддерживать в хорошем расположении духа пострадавшего до прибытия профессионалов. И вот в грядущем блоке мы обсудим, что же такое допсихологическая поддержка и как ее правильно оказать. С нами выйдет на связь педагог-психолог Анатолий Кузьмин, специалист в этой сфере. Ну и, собственно, мы обсудим, как же правильно оказать допсихологическую помощь. Итак, наш гость с нами на связи. Итак, Анатолий, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, если говорить, да, вот что же такое допсихологическая поддержка, мы знаем то, что учить этому вы будете в рамках проекта под названием «Научись спасать жизнь». Вот расскажите об этом проекте и как будет вестись работа. Так, что такое допсихологическая помощь, да? При наличии определенных навыков и знаний оказать экстренную допсихологическую помощь пострадавшему человеку может каждый. Это, получается, система приемов, которая позволяет людям, не обладающим психологическим образованием, помочь себе и окружающим в экстремальных ситуациях. То есть, будь это ДТП, будь это пожар, будь это любые ЧСки. Да, ну и как, собственно, вот оказать, допустим, вот человек в стрессовой ситуации, да, возьмем пример ДТП, да, человек, конечно же, находится в стрессе, и что нужно сделать в первую очередь? Есть некоторые правила, которые нужно знать любой человек. То есть пострадавшие люди могут находиться в особом психологическом состоянии и не всегда могут самостоятельно справиться с собственными эмоциями. Часто реакции на ситуации могут быть таковы, что человек становится способным причинять вред себе и окружающим. Такого рода реакции называются острые стрессовые реакции. То есть нужно понимать, что это нормальная реакция на ненормальные для человека обстоятельства. Есть несколько человек может находиться в оглушенном состоянии, в состоянии тревоги, гнева, страха, отчаяния, да? Могут быть даже двигательные возбуждения, апатия, ступор, нервную дрожь могут впасть. Это самая нормальная реакция в этом случае, это плач. Ну, действительно, нужно быть готовым, да, к тому, что человек, которому вы хотите помочь, может проявить какую-то агрессию, да, ведь действительно человек находится в стрессовом состоянии. Вот как же помочь справиться человеку вот с этим состоянием? Так, самое главное, это у нас что? Нужно быть с ним рядом. Получается, во время истерики, например.
Мгм. Человек вот кричит в таком состоянии, в возбужденном состоянии. Что нужно сделать? Нужно его взять в другое место, куда никого нету, зрителей. То есть Мгм. удалить от зрителей такой человек может очень заразительная истерика, например. То есть такому человеку нужно потакать, постарайтесь отвлечь такого человека, да, проявляйте спокойствие, не демонстрировать пострадавшему сильных эмоций. Мгм. Во время агрессии, например, человек может быть в гневе, например, да. В таком случае нужно сначала обеспечить себе безопасность. Если вы считаете, что такому человеку лучше не подходить, то лучше не подходите, потому что он может навредить и себе, и вам. Мгм. Поэтому нужно позвать кого-то на помощь, например, медиков, либо пожарных, например. Ну вот мы Мгм. заговорили о тех ситуациях, да, когда стоит задуматься, не то чтобы отказаться от помощи, да, а стоит задуматься вот о своей безопасности, о безопасности вот, собственно, того человека, которому мы хотим помочь. Какие еще вот ситуации есть, вот, когда стоит еще раз подумать, да, вот, например, при оказании первой медицинской помощи, вот, важно же учесть все обстоятельства, например, если есть угроза и своей жизни, то вот эксперты же советуют не помогать в таком случае. Вот, что касается до психологической помощи, какие еще ситуации есть? Если вам неприятно, да, например, общаться с таким человеком, либо вы не уверены в своих силах, то самое главное правило – это не навредить. Мгм, Поэтому лучше, если вы не уверены, то лучше не подходить мгм. к такому человеку и не постараться помочь. А вот насколько важно вообще вот оказывание вот до психологической поддержки, да, вот, например, если у человека нету возможности, да, ее получить, и чем это чревато вот для пострадавшего в чрезвычайной ситуации? Мгм. Если не помочь человеку, то это может продлиться, наоборот, ухудшиться, да? Человек может впасть в стресс, например, или же вообще какие-то у него могут быть, начаться проблемы со здоровьем. После ЧС, например, человеку труднее перебороть одному. Такому человеку нужна поддержка и помощь специалистов. Вот, что касается помощи специалистов, да, как раз-таки вот в рамках проекта «Научись спасать жизнь», вот вы будете учить людей, как же оказывать допсихологическую помощь, поддержку. И вообще, вот если говорить о методичках, да, вообще, какой материал вы будете использовать в рамках этого проекта? Мгм. То есть мы проходили обучение в Хабаровском крае, в городе Хабаровск, именно по этой теме, как оказывать первую психологическую помощь, а также медицинскую помощь. Так что у нас материалы есть, они из самой Москвы, да, МЧС обучивал, получается. Ну, то есть утвержденные материалы вот, Министерства чрезвычайных ситуаций, да? Вот, Да. хорошо. А вот насколько трудно вообще полностью вот, освоить все вот, ну, хотя бы базовые, да, навыки вот, оказания до психологической поддержки и вот, собственно, проекте «Научись спасать жизнь», на какой платформе это все будет проходить? Мгм. Так, про это информация есть в нашем инстаграм-группе, там пси-центр ЕКТ. Мгм. То есть через Zoom у нас проходит весь сам семинар. Мгм. Там, получается, все информацию, все скидывается на их личный с- номер, поэтому там все ясно и понятно. Ну, действительно, очень легко будет найти, да, с посредством интернета, социальных сетей. Ну, вот, например, допустим, да, вот человек попал в чрезвычайную ситуацию, вот, один из наших телезрителей, конечно, мы это никому не желаем, но помог, да, человеку, оказал ему допсихологическую поддержку, дождался прибытия профессионалов, но у самого вот помогающего-то тоже стрессовая ситуация, вот. Как же защитить себя вот от стресса? Мгм. То есть тоже нужно самому обратиться за помощью, лучше знать, куда обратиться, рядом будут все равно медики, да, психологи.
лучше потом обратиться к ним. Во время чесок все равно подходят психологи, также спасатели, потом обратиться лучше к ним. И главное – отдых. Нужно поспать, нужно выпить воды. Получается, такие вот. Ну и этот проект, он будет продлен до какого числа, как я знаю, вроде в течение августа, да? Да, мы проводили этот проект весь месяц. И там у нас еще очень много проектов. Вы можете ознакомиться на сайте Пси-центра ЕКТ и можете тоже записаться, если вам какой-нибудь проект понравился. Ну, хорошо, Анатолий, спасибо большое, что приняли участие в нашем разговоре. Мы желаем вам успехов в реализации данного проекта и очень надеемся, что действительно вы благодаря этому проекту поможете многим людям. Ну что ж, Спасибо. друзья, мы идем далее. Спорт продолжает потихоньку возвращаться к привычному режиму, а это значит, нам есть о чем вам рассказать. Как вы уже догадались, мы переходим к традиционной нашей рубрике. Мы подготовили обзор спортивных новостей. Давайте посмотрим. Футбольный клуб «Бавария» стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира, который прошел в Лиссабоне, немецкая команда со счетом 1-0 обыграла французский ПСЖ. Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил Кингсли Коман. Для «Баварии» эта победа в Лиге чемпионов стала 6-й в истории. По этому показателю клуб делит 3-е место с английским «Ливерпулем». Таким образом, «Бавария» как победитель Лиги чемпионов сыграет в Суперкубке УЕФА, где ей будет противостоять испанская «Севилья», выигравшая Лигу Европы. Российский боксер Александр Поветкин назвал нокаут в поединке против британца Дилиана Уайта лучшим в карьере. Также 40-летний спортсмен отметил, что готов боксировать с любым соперником и что не думает о завершении карьеры. Напомним, Поветкин выиграл у Уайта техническим нокаутом в 5-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Благодаря этой победе он стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, которым в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Теперь в активе россиянина 36 побед при 2 поражениях и 1 ничье. Россиянка Вероника Кудерметова выиграла у 3-й ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии в матче 2-го круга турнира женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-4. В 3-м круге 23-летняя россиянка сыграет с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович и бельгийкой Элизе Мертенс. Кудерметова занимает 41-е место в рейтинге WTA. Она ни разу не побеждала на турнирах под эгидой этой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением россиянки является выход в 3-й раунд открытого чемпионата Франции. Перейдем к событиям нашего региона. Бегунья Наталья Леонтьева стала бронзовым призером чемпионата России. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования прошли в Смоленске. Якутянка финишировала 3-й в забеге на 10 тысяч метров, показав результат 33 минуты 22,68 секунды. Первую линию финиша пересекла победительница чемпионатов Европы в помещении Елена Коробкина с результатом 32 минуты 56,53 секунды. Наталья Леонтьева является мастером спорта международного класса, входит в состав сборной России. В ее активе имеются медали различных соревнований всероссийского и международного масштаба. В Якутске спортивные комплексы и бассейны готовятся к открытию. Как сообщает «Спорт Якутии», в больших объектах, таких как «Триумф», «Дохсун» и «Мадун», планируется установить стационарные тепловизоры. В более компактных учреждениях температура посетителей будет измеряться бесконтактным термометром. Также отмечается, что в первые 2 недели после открытия в спорткомплексах будут работать медики. Напомним, в данный момент разрешена работа открытых спортивных площадок, стадионов и тренажерных залов при условии соблюдения расстояния между посетителями не менее. Друзья, продолжаем тему спорта. Компьютерные игры давно перестали быть просто развлечением. Состязания по киберспорту уже давно официально признаны мировым спортивным сообществом. По киберспорту у нас проводятся большие международные турниры, которые имеют хорошие призовые. Также у нас идут разговоры даже о том, что киберспорт в скором времени может быть включен в программу Олимпийских игр. О том, как у нас киберспорт развивается в Якутии, нам расскажет председатель Федерации компьютерного спорта Республики Саха-Якутия Баир Дамдинжапов. Баир, доброе утро! Доброе утро!
Ну что ж, мы знаем то, что действительно у нас киберспорт это уже давно не развлечение, да, это серьезные дисциплины, по которым проводится множество соревнований, в том числе и у нас в республике. Вот расскажите о становлении и развитии Федерации компьютерного спорта вот, Якутии. Ну, наша федерация основана очень давно Арсеном Томским. Мы одна из первых организаций, которая существует в России. В последнее время идет очень активный рост, что от наших игроков, что вообще индустрии в целом. И мы ощущаем прям огромный прирост и интерес в сторону киберспорта. И в прошлом году у нас очень хороший прогрессивный министр спорта Иннокентий Юрьевич. Благодаря общим усилиям мы провели множество мероприятий. Нам удалось провести на четвертой спартакиаде трудовых коллективов соревнования по киберспорту. Мы провели киберфестиваль крупный. Мы провели первый лагерь прям полного погружения компьютерного спорта в Якутии. Это вторая практика вообще в целом в России. Мы постоянно проводим соревнования, отборочные этапы на Кубок России, на Чемпионат России. Интерактивный футбол сейчас очень сильно стал развиваться, потому что мы начали двигаться совместно уже с футбольным союзом, проводим сообща соревнования. Ну и, в принципе, мы сейчас уже развиваемся по всей территории республики. У нас есть отделения в Жиганске, в Мирном, Нерюнгри, Усть-Алдан. В этом году жалко, пандемия маленькая, меньше мероприятий, но мы все равно множество мероприятий провели онлайн, нам ничего не мешает. В принципе, как-то так. Ну, я думаю, да, действительно, из федерации, да, которые касаются спорта, меньше всего, наверное, вы пострадали, да, вот, ну, относительно, конечно. Но если говорить вот о соревнованиях, которые проводит федерация, вот, какие дисциплины у нас основные, вот, FIFA, Counter-Strike, вот, по каким играм проводятся основные турниры вашей федерации? Но у нас в Якутии так задалось, что все знают, что у нас самые суровые кейсеры. Почему-то в Counter-Strike у нас очень любят поиграть и добиваются хороших результатов. Вторая по охвату идет Dota 2. У нас также сейчас, ну, танчики раньше были, сейчас они как бы не являются прям киберспортивной дисциплиной, поэтому все реже стали проводить мероприятия. А так FIFA, какие-то шутеры, ну и есть современные игры, которые сейчас заходят, Valorant, Fortnite, как бы тоже вот запрос есть, в PUBG, по-разному. В основном конкретно в Dota 2 играем, Counter-Strike. Ну и как вы уже вот ранее сказали, да, то, что есть у нас выход на Россию, то есть у нас проводится, как и в других соревнованиях, да, региональный этап, и победители отправляются вот уже на всероссийские соревнования. Вот, какие результаты у нас есть в последнее время, чем можем похвастаться? Так, ну, на чемпионате России у нас есть второе место по дисциплине Hearthstone. Это карточная такая игра. К сожалению, по другим дисциплинам очень сложно прорваться, потому что у нас есть технические как бы нюансы, пинг, который не позволяет достаточно конкурентоспособно участвовать нашим игрокам. Поэтому мы сейчас, наверное, будем думать, что делать в следующем году, потому что, вот, допустим, мы провели республиканские соревнования по интерактивному футболу, и наш участник очень серьезно играет, но из-за пинга 120-140 он, к сожалению, не смог попасть выше по сетке. Поэтому для нас это очевидная проблема, которую нужно решать. Какой-то механизм надо придумать того, что трансфер игроков на соревнования должен быть в Москву, наверное, чтобы они играли уже на равных условиях. Ну да, действительно, как я помню, молодого человека звали Ренат Байсов, да? Вот победителя. Так, ну... Как я помню, да, звали... Никонов был по... И вот действительно есть проблема с пингом, да, вот, и есть решение вот действительно отправиться, да, в Москву и там уже играть. Ну, хорошее решение, ну, действительно. А вот если говорить, да, вот о турнирах, вот, которые были проведены в режиме онлайн, вот из-за пандемии, да, действительно не было возможности собрать, ну, там, 30-40 человек в одном зале, да, и сейчас вот ближайшие соревнования, я как подозреваю, тоже пройдут, ну, в онлайн режиме, и какое мероприятие вот грядет?
Так, ну у нас вообще развивалось, получается, поэтапно все. Сначала мы проводили республиканские мероприятия, типа Кубка России, Чемпионата России. Потом мы в прошлом году начали активно развивать студенческую лигу. Нам хорошо в этом вопросе помогает СФУ, потому что они создали на базе своего института свой ПОС, как бы киберспортивный. И сейчас мы хотим анонсировать уже школьную лигу. Мы недавно подписали трехстороннее соглашение с Алексеем Клементьевичем, это начальник управления образования города Якутск, и с Натальей Николаевной, это директор детского подросткового центра. И мы анонсируем школьную лигу, которая будет проходить, скорее всего, в конце сентября. И это также является этапом для школьной лиги Российской Федерации, получается. Да, вот, по каким дисциплинам вот, будут проходить соревнования в школьной лиге? Планируем, что будет Counter-Strike, Dota 2, интерактивный футбол, FIFA. Также там будут смежные дисциплины. Это игра Go, получается, как китайские шашки. Там такие будут нюансы, как поиск в сети интернет. Ну и, скорее всего, мы, наверное, еще подумаем, чтобы ребята вышли играть в настоящий футбол, потому что профсоюзы, футбольный союз настаивает на этом, чтобы дети не просто играли в интерактивный футбол, но еще выходили и играли в настоящий. У нас в университете действительно знают, как играть в настоящий футбол, да, являются они призерами и победителями всероссийских соревнований. Но вот если вести действительно аналогию с футболом, да, если, например, человек умеет что-то делать, и он хочет реализовать свой потенциал, выступая в какой-нибудь команде, вот как в киберспорте, например, есть какой-то молодой человек, молодой, да, у которого хорошие перспективы, вот, будь то это CSGO, будь то это FIFA, вот как ему быть, куда ему идти, в какие команды, как это вообще у нас делается? Но сегодня есть у нас в Якутии профессиональные коллективы, это -72, получается, это как бы у них уже хороший результат, это почти как профессиональный коллектив у нас в республике. У ребят очень хорошие результаты. К сожалению, пока таких успешных как бы мало действительно коллективов, которые какие-то занимали хорошие призовые места на мировых чемпионатах. Но мы потихоньку идем к этому. Мы сейчас продумываем действительно, чтобы сделать какой-то социальный лифт среди геймеров, потому что мы сейчас общаемся уже с крупными организациями, ну, хотя бы с тем же Virtus.pro, что мы можем какой-то кадровый резерв для них готовить, талантливых игроков фиксировать и направлять, и рекомендовать. Работа ведется в этом направлении, но пока таких успешных кейсов нет. Надеюсь, скоро у нас что-то получится. Да, ну действительно, мы желаем вам удачи в последующих переговорах и спасибо, что приняли участие в нашем разговоре. Дальнейших успехов вам и доброго дня. Ну что ж, телезрители, спасибо. На этом новый день подходит к своему завершению. Напомним, что в сентябре у нас стартует школьная лига по компьютерному спорту. Доброго вам дня! Kimlerine etmek çakaydı tandan gelebildiğini inleyelim.